Если президент не доверяет Генеральной прокуратуре, как они могут совместно дальше работать по искоренению коррупции в государственных органах власти? Понятное дело, что сегодня президент он продолжает начатое дело Алмазбека Шаршеновича, но в более жестких условиях, да, он более ужесточает, так сказать, режим борьбы с коррупцией, особенно все, что касается государственных органов власти. И я думаю, что здесь любой нормальный гражданин, президент должен найти в себе команду людей, на которых он может доверить, так сказать, расследование самых таких резонансных дел. Он должен доверять. Вот. И в этом плане я считаю, что нужно поддержать, мы государственные служащие, мы должны поддержать президента. Знаете что? Президент представил. Вчера рассматривал на комитете. Сегодня рассматриваю Джон Лукинович. Я как свое мнение представляю, я тоже проголосую за. То есть вы считаете ее работу неудовлетворительной по борьбе с коррупцией? Тут разные причины есть, понимаете? Хорошо? Ну, я думаю, вам необходимо просто еще раз вернуться к тексту выступления главы государства Джейнбекова Сооронбай Шариповича на заседании Совета Безопасности. Я сегодня озвучил только одну цифру. 656 уголовных дел возбуждено незаконно. И никто не понес наказание. У нас единственный орган, кто отвечает за надзор исполнения законов правильно, это прокуратура. И если оттуда никакой реакции не было, соответственно, можно и нужно было принимать соответствующие решения. Я не удовлетворен работой генпрокурора. А почему вот год назад вы проголосовали за ее отчет, то есть одобрили ее отчет, а в этом году? Потому что основные моменты, по которым у меня отрицательное мнение сложилось, сформировались в прошлом году. Это возбуждение политического ангажемента в уголовных дел, преследование политических соперников, оформлялся. Поэтому я вам честно скажу, что последний год деятельность ее направлена была на что угодно, кроме поддержания законности. Почему проголосовали за? Без комментариев.